знаю как, может час, может два. Страшно. Жители Донецка на востоке Украины подвели итоги разрушениям после ночных артиллерийских обстрелов Киевского района города. По словам очевидцев, погибла женщина. Донецк, находящийся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистских сил, понес значительный ущерб в борьбе с правительственными силами Украины. Ранее на этой неделе около 500 человек участвовали в редком антивоенном протесте, призывая сепаратистов вывести гранатометы из зоны жилых кварталов. Крымские татары, прервав свой пост после первого дня священного мусульманского месяца Рамадана, собрались в Симферополе. Совместная трапеза, называемая «Ифтар», состоялась в главной мечети Симферополя Кибир-Джами. Рамадан в Крыму соблюдается второй раз за время аннексии полуострова России в марте 2014 года. Тысячи крымских татар покинули регион в прошлом году, часто называя причиной нарушения прав российскими властями. В столице Таджикистана Душанбе открылась ярмарка народных ремесел, приуроченная к предстоящему 20 июня Всемирному дню беженцев, проходящему под эгидой ООН. Беженцы, проживающие в Таджикистане, главным образом афганцы, торговали собственной продукцией, коврами и другими текстильными изделиями. Таджикистан приютил около 2500 беженцев, многие из которых подают на убежище в западные страны. Ереван. Активисты прошествовали по столице Армении, призывая и других присоединиться к акции протеста против запланированного повышения цен на электроэнергию. Протест, назначенный на 19 июня, был организован инициаторами под названием «Нет грабежам». Электрический монополист Армении планирует повысить цены на 16% с 1 августа. Это третье увеличение за последние 3 года. В общей сложности повышение составит 60%.